рады видеть вас на нашей автозаправочной станции. Вы выбрали. Идет процесс заправки. Привет, ребята! Несмотря на то, что 3 дня назад было 25 сантиметров снега выпало, погода, ребят, налаживается. Дело к лету, дело к весне. По прогнозам стоит хорошая погода, друзья. Все, река идет на спад, прям жестко падает. Скоро начнется активная рыбалка. Белая рыба. Ну, друзья, весна еще не совсем уж прям летняя, так скажем. По весне всегда рыбачу на Лима. И впереди мощная экспедиция именно, друзья, по Налиму. Неспроста, друзья, куча ГСМа, прям куча. Хочу, ребят, подняться до Олега, до кордона. Займет около 100 километров, чуть больше, наверное, даже. Ну, не знаю, примерно посчитали, ребят, плюс-минус 100 с лишним километров до избы у Олега, на которой я был зимой, на которой я был осенью. Вот сейчас, дай бог, удастся побывать весной. Олег такой же налимятник, друзья, и, в общем, что ни на есть, нам надо словиться и порыбачить 2-3 дня именно по Налиму. Все заряжено, песочки уже, ребята, открываются. И у Олега уже стоят такие специальные ловушки для миног. Друзья, смотрите, какая тема. Ну и, в общем, конечно, можно было проехать 50 километров от своего дома до Олега, прыгнуть у Олега в лодку и умотать на избу, плюс-минус. Ну, приобрел новую лодку, друзья, и охота вот именно пройти такой мощный маршрут. Я такие маршруты еще не ходил, плюс-минус на моторе получается в одну сторону там 30, в другую сторону 30. Это я ходил как бы за рыбалку 60 наматывали. Ну а здесь одним ходом, друзья, 100 с лишним километров хочу пройти. Пока большая вода еще позволяет двигаться. Потом все это обмелеет, будет куча перекатов, коряк. На винте будет ходить сложно. Вот именно, ребят, хочу сделать такой марш-бросочек на новой лодке и пройти, ребят, получается, наверное, скорее всего, 8 населенных пунктов получится даже. Этот маршрут я не ходил никогда, и просто вот охота прокатиться, посмотреть свою речку, как она выглядит вот выше, ребята. Там я же не ходил, я же не знаю, там не видано, неизведано мной. Так что завтра с утра, друзья, по планам ранний выезд. И не знаю, сколько буду ходить, сколько буду идти, сколько топлива. Вообще, ребят, ничего не понятно. Вот именно хочу прям затестировать. Новая лодка, мотор Гладиатор 9.9, двухтактник, 100 с лишним километров вверх по течению. Все это как раз замерим, посмотрим, полюбуемся, ребят, на красоты.
Ну и в целом впереди шикарная рыбалка. Будем ставить донки, будем ставить продольники, потому что у Олега уже вода практически в уровне. Плюс-минус метр еще мешает, но в целом уже позволяет рыбачить. И именно надо успеть, ребята, зацепить еще налима. Вот такая экспедиция. У меня небольшие сборы. Приехал в деревню. Тут немножко соберусь. Пойду налегке, потому что еду к Олегу. Понятно, кухня, спальники, шмальники, свет. Уже особо брать ничего такого не надо. Чисто конкретно рыбалка. Чисто конкретно все по существу. Так что, друзья, у меня сборы. Потихоньку, помаленьку буду собираться. Летит кукурузник, помашем вместе. Попробую копануть червей. Не знаю, ребят, уже закрыли парнички. Травка уже начинает, смотрите, местами зеленеть, ребята. Так что только вперед. Переберу донки. Посмотрю, что нужно взять по минималке, маленькую горелочку, там, потому что все равно буду идти с остановками. Короче, ребята, давайте начнем. Я думаю, будет здорово. С собой, ребята, беру я. Сейчас съездили, заправили полный бак. В общем, у меня полный бак, 25 литров уже до горловины. Здесь 30-ка, друзья, уже разбавленного. И, наверное, я еще возьму. У меня конец больше просто нету. Есть большая конец 30-литровая, но неудобно будет заправляться в лодке. Поразливаешь все. Надо что-то, еще пару пятерок, наверное, с собой взять. По мотору, ребята, кто со мной давно уже видел, что я весной мотор обслужил, в редукторе масло поменял. Мотор двухтактный, никакого масла больше нету. С собой беру также разбавочный. Мало ли где-то буду дозаправляться. Владимирович проезжал мимо, завез мне литрушку. Владимирович, спасибо, брат. Это Сергей Васильевич подогнал. Греют, пацаны, блин, очень приятно. Также по весне, друзья, у меня отстойник начал протекать. Помните, когда выходил на воду, первая вылазка, отстойничек у меня, ребята, здесь начал протекать. Он просто прокручивается, не знаю почему. То ли как-то пересох, что ли, что-то. Ну, что-то проблемы с резьбой, ребят. Пришел новый отстойник. Все, я его поставлю. Сейчас просто хожу напрямую. Ну, это не есть хорошо. Маленькая соринка, она остается здесь. Но все-таки наливаю бензин с воронкой. Сетка. Плюс в баке сетка. Но опять же, маленькая соринка может накрыть карбюратор. Вот такой маленький отстойник, ребята, стоит 1000 рублей. Так что как-то так. В целом завтра с утра поставлю отстойник. И у меня все готово. По мотору, в принципе, нареканий никаких нету. Дай бог, китаец не подведет. Так, друзья, надо приготовить донки. Подделать, взять запаску. Прям не знаю. Потому что у нас рыбалка будет мощная. С Олегом прям хотим посетить Песков 5. Соответственно, как пойдет масть. Надо, чтобы, опа, все было. И ничего за это нам не было. Короче, сделаю еще пару донок, друзья. Поменяю поводки там. Сейчас пообрывался опять. Так что, как-то так, ребята. Ну вот порядок. Новые, ребята. Будем макать уже в другом районе. Все, лесочка поменена, все новенькое. Люблю, когда порядок. Все, друзья, все новое абсолютно.
что, ребята, 4 утра. Все, я уже загрузился. Не знаю, как погрузка получилась. В общем, в основном это вес бензин я взял с собой. 10, 40, 65 литров, ребята. Посмотрим. Взял автоклав. Олег попросил, будем на СБ готовить рыбу, если попадется что-нибудь. Ну и там спальник, коврик, по мелочи, донки, всякое необходимое. Тут продукты, тоже продукты. Здесь вода, лимонад, дорога дальняя. Так, друзья, ну что, впереди 8, что-то я там насчитал, 7-8 населенных пунктов. Никакого навигатора, ориентир примерно представляю. Каждые 20 километров плюс-минус деревня. Сейчас посмотрю, как по нагрузке, как на глиссер пойду. Ну и, в общем, вытягиваемся, выстегиваемся, ребята. Все. Первая точка, поселок Первомайский. Полетели. Есть такой мандраж, ребята, немножко нервничаю. Ну, понятное дело, расстояние большое, плюс незнакомое все. Вода упала, надо глаз да глаз. Короче, погнали. Ну что, друзья, кстати, по поводу автоклава. Я совсем не забыл, и вы, скорее всего, тоже. В предыдущих роликах, друзья, я вам вещал, что у ребят совместно со мной будет конкурс в их группе ВКонтакте. Условия совсем простые, ребята, и призы четкие, мне кажется, нужно поучаствовать. В общем, все очень просто, ребят. Что нужно сделать, чтобы принять конкурс? Принять участие? Приготовить любой рецепт в автоклаве. Это может абсолютно любое блюдо, овощи, грибы, мясо. В общем, ребята, чем креативнее, тем лучше. Я знаю, у моей аудитории много автоклавов, и приобретение с моей стороны тоже порядком. Так что, мне кажется, ребят, нужно участвовать. Снять результат на фото, выложить в комментарии под постом, который я оставлю в закрепленном комментарии и в описании. Подробно описать рецепт, ребята, с ингредиентами и температурным режимом. Поставить отметку «Нравится», то бишь поставим лайк. И сделать репост на своей странице ВКонтакте. Авторы самых качественных фотографий и аппетитных рецептов, ну и аппетитных фотографий, ребята, получат призы. Первое место — это надувная лодка с веслами. За второе место, ребят, палатка для туризма. И третье место — это решетка для гриля. Фото принимается с 20 мая, то бишь, ребят, с сегодняшнего дня по 10 июня. Один из главных критериев для блюд — подробный рецепт и хорошее качество фотографии. Итоги конкурса проведем 10 июня до 19:00. Мне кажется, ребят, бомбезный конкурс. Давайте, погнали. Я всем желаю удачи. Пусть победит сильнейший. Ну а мы прям дальше. Приятного просмотра. Так, ну что, ребята, писанем трек, посмотрим, сколько всего получится у нас по маршруту. Что, начало? 0 километров, старт, друзья. Ну да, нагрузочка есть. Ну, в общем, ребят, вот я 30-очку вот так пойду. Потихоньку, помаленьку. Больше не буду. Примерно с треть газа. Все, погнали.
Так, ну что, в какой заходить-то шлюз? Налимятник, видать, сидит. Мне кажется, любой. Давайте вот этот зайдем. Попробуем. Что, донки, что ли, или что? Но, блин. Донки с понтона, ребята. Лишь бы не зацепить у рыбачка. Прям с понтона. Какой он узкий, ё-моё. Нормально. Ох ты. Какой-то баллон был. А это что за хрень спереди? Какой-то трос, что ли? Лес, что ли, ловит, что ли, или что? Как его обходить-то? Хрен знает. Там попробую. Да, видать, лес ребята ловят. Трос, что ли, ну? Вроде прошел. Так, какой-то трос. Так, друзья, ну что, поздравьте, дошел я до поселка Заозерье. Оставил я позади село Вочу, поселок Исанево. Пролетел Пыелдино, но его не видно было. Где-то там примерно, плюс-минус. И тут такие троса, ребят, специально вот они ловят лес, чтоб на понтон не зацепляло, не забивало. Сейчас прохожу вот здесь потихоньку. В целом нормально. Надо тормознуть, ребят, попить чай. Все-таки утро, холодно. Вообще посмотрим, что получилось у нас уже. В общем, ребята, в пути я час 20. Прошел 38 километров. Средняя скорость 25, максимально 31. Иду потихоньку. 38-40 километров, грубо говоря. Что тут у нас? Ну, нормально. Что, стрелка, почти полный бак. Может, литров, не знаю, 7-8 съела. Ух. Че, наверное, на ходу вот так, друзья, попьем на малом чаек. Пойдем дальше. Надо спешить. Ну, круто, друзья, конечно, блин. Новые места идешь и не знаешь, что за поворотом. Это вообще, конечно, прикольно. Я проходил вверх по течению всего лишь 25 километров. Здесь я уже прошел 38. Давайте. Аккуратненько, потихоньку. Баллонов много, ребята. Хоть и вода большая, но все равно все же. Речка лесная, очень много топляков. Лишь бы не налететь никуда, аккуратно. По поводу лодки не переживаю. Все-таки это не ПНД, это не ПВХ. Но можно ударить мотор. Будем? Ну, в общем, пока нормально, ребятки, топаем. В одном месте, короче, река на три петли, короче, развернулась. И не пойму, куда идти. Надо было хоть какой-то навигатор взять. Там, получается, старица такая, я так понял. Ну, смотрю, течения нету, ага. Туда завилка, туда завилка. Думаю, ё-моё, куда идти, как лучше, блин. Она такая перекатистая такая, блин. Ну, в общем, разобрался нормально. Так, что у нас? Поселок. Бортом база, встречай. Погнали.
Так, друзья, ну что, вот там база, я так понимаю. Поселка, наверное, не увижу. Но вот у местных, смотрите, друзья, пристань. Вот так в деревнях оставляют лодки. Вот такие будки, гаражи лодочные. Спокон веков, как бы было, так и есть. Все друг друга знают. Все нормально. Ну, лодок, смотрю, не особо много. 4 лодки на ходу. Рыбачки, кстати, ребят, попадаются. Прошу прощения. Попадаются рыбачки, но очень мало. Троих, наверное, троих, да, наверное, я видел. Ну, с доночками, на лемятнике, ребята. То бишь, в деревнях все равно есть такие. Есть такие братцы. Ух, хорошо. Идем спокойно. Чуть больше треть газа, друзья. 28-29 километров. Ну так, примерно на ход поставил. Он по-своему журчит, моторчик, нормально. Ну, моторчики такие слабые. 9,8, пятерка, шестерка. Так, друзья, что там у нас получается? В пути мы 2 часа 9 минут. Прошли 58 километров. Максимально 33, средняя 25. Так, впереди, ребята, деревня Гакшир. Но мы, наверное, ее не увидим тоже. Она далеко от речки. Может, какие-то лодки будут. Погнали! Взлетают утки, ребята, ничего такого не видел, ни лосей, ни медведей. Хотя, допустим, вот у нас ниже вот уток намного больше. Здесь все-таки более уже лес, боровая дичь, потому что здесь боры уже пошли. Вот такие бревна, ребят, нет-нет, торчат, надо смотреть в аккурат. Все-таки это не Волга, ребята, чтобы вы понимали, даже по большой воде могут быть миля. Речка лесная, так что каждый год бревна падают, тонут, что-то такое, короче. А так хорошо. Немножко теплеть начало, солнышко пригревать. С утра, потому что шел, подзамерз немножко. Кстати, ребята, уже 6:44, я опаздываю вообще. Где-то ловил связь, надо было Олегу маякнуть. Ну да ладно. 61 километр. Первая изба, друзья, которую я наблюдаю. Ну, изба, смотрю, на ходу, все нормально. Видно, что люди там, охотники, рыбаки, бывают. Печка, ну такая уже старенькая, да. Вот такая избушка. Ну, я не буду подниматься, ребят, надо идти. Надо идти.
вроде. Вот он на горе, видите, там. Не видно, далековато. Тут даже вон тоже 2-3 лодочки стоит. Ну, в принципе, и все, друзья. Сейчас будем пересекать Кайгородский район. В общем, я залетаю в другой район. И такого у нас уже получилось 71 километр. По расчетам до Олега мне остается сейчас 15 километров, где должен он меня ждать. Связи нету ни хрена. Блин, связи вообще нету на реке. Что случись, короче, все, беда. Не дозвониться ни до кого. А нет. Что-то, ребята, есть. Потому что должна здесь связь быть-то, от деревни-то. Ну, что-то вообще еле-еле, ребята. Короче, время у нас 7 часов. С 7 до 8 Олег должен меня ждать. Пятнашка где-то мне остается. И потом до избы еще 22 километра вроде. Ну, короче, у меня за 100 получится. Короче, ладно, что. Олег взрослый пацан. Полетели. Не будем терять времени. Все-таки, ребята, лодка с мотором — это кайф, это свобода. Вот я не знаю, вот тут просто наслаждение, понимаете, ребята, ты свободен, ты как будто летишь. Это совсем другие ощущения. То же самое, что зимой ты идешь на снегоходе. Но это не машина, понимаете. На машине 100 км в час едешь, ты не чувствуешь эту скорость. Здесь ты уже на 30 км чувствуешь приток воздуха в лицо. Ну, это свой кайф, ребята. На самом деле. Это очень круто. Я вот 1000 раз говорил в своих видео, возле костра, когда сижу, я постоянно общаюсь с ребятами и говорю, что, блин, ну это зона комфорта своя. Многим этого не понять, в любом случае, но люди работают всю жизнь, работают, зарабатывают деньги, пытаются накопить, покупают машины, что-то копят там на квартиры, ипотеки и так далее. Это все понятно, хотят заработать кучу денег. Ну, ребята, года идут, понимаете, мы не вечные. Ты не заметишь, как ты постарел уже, и тебе не нужна эта будет машина. Все это остальное. Надо жить, ребята, надо двигаться. Надо проживать каждый день вообще, потому что сегодня-завтра может быть все по-другому. Так что, ребята, я только за такую тему топлю. Ребята, дошел. Кайгородский район, Поть. Олег Балькович должен встречать меня. Короче, 80 с лишним километров. Плюс-минус. Все правильно посчитали, ребята. Все правильно. Вот он, родной. Где-то родной должен меня ждать. Было переживание, конечно, ну, лесная река, ребята. Но все же, вон Олежка стоит. Позвонил Олегу. У нас время 7:30, короче. А мы договаривались на 8. Я сам уже забыл. На 8, 8:30. Олег думал, что я подъеду.
Короче, долетел быстро, ребята. Получилось 83 километра ровно. Ну, плюс-минус. Шел я там 3 часа. Ну, с остановочками там, с небольшими там перекуриками. Ну все. 15 минут Олег подъедет. Как раз заправлюсь. Так. Что у нас, друзья, получилось? Мне просто тоже самому интересно. Короче, здесь литров 7. Итого я потратил 10. Короче, где-то 13-15 литров. 15-16 литров. Нормально, ребят, что пойдет. Ну, не топил, кушетку не ломал. Так что все нормально. Так и должно быть. Десятку смело заливаю. Десяточку смело заливаем. Ну, литров 7, там, не знаю, 6, там сколько, плюс-минус. Олег, да ну нафиг, говорит, долетел. Все-таки добрался, ребята, я. И до сюда, ходом. Вот, видно, отметки ставят, как вода падает. Десятку плюхаем смело. Сейчас вторую канистру, друзья, долил. Думаю, что, сразу полный бак заправлю. Ну вот пол канистры. 15 литров. 15 литров, ребята, я потратил на 83 километра. ПНД лодка и китайский мотор 9.9-15. Вот считайте, какой расход сами. То бишь на сотку бака вполне за глаза. Сотку можно пройти на баке в легкую. Вот так вот, ребята. Ну, шикарный комплект получился, потому что вот на ПВХ я бы, наверное, ну, я бы не поехал, не пошел бы, наверное. Тут бы и по скорости, получается, бы было больше в 10 километров, как минимум, получается. Мне бы сейчас был полный газ, грубо говоря. Вот эту 30-ку я сейчас держал чуть больше половины. Лодка идет, мотор не рычит, расход топлива сами видели, какой получилось. А на ПВХ бы как минимум на час бы больше заняло сюда добираться. Ну и, наверное, топливо, наверное, бы даже не на час, больше бы, на часа полтора бы точно. Ну и расход бы был, наверное, сейчас бак, а то и больше. В общем, комплект, ребята, блин, я доволен, конечно. Ща. Можно двигаться, можно ходить прям на простой пятнашке. Ты сделал, да, братан? Да! Сука! Молодчага. Че, как оно? Ну, по километражу. А я тебе что сказал? Брат. Конечно, конечно. Вот это Фигаров. Федор. Здоровья. Федор. Все, курим и чешем, Андрю. Сейчас мы уже дома, короче, слышишь? Молодец, я переживал, это уже ужас как. Я ведь тоже проснулся в 5 утра. Сразу чик,
на полчаса задержался. Видишь, ходу-то по идее, если среднюю, сколько, 30-ку уехал? Ну и вот, ты сам видишь, 2,5 часа и ты дома. А по течению еще быстрее придет. На полчаса еще быстрее придет. Что, выезжай! Ну все, друзья, Олег приехал. Спустили лодочку. Вот такой у него вельбот. Ну, у Олега пару лодок, и казанка есть. Сегодня на вельботе пойдет. Ямаха 9.9. Все как полагается. Как часы. Друзья, 100 километров, 100 с лишним километров у меня от дома получилось до этой избы. Все, набрались с Олегом. Опа. Что, еще, да? О, нормально ли? Заебись, Андрюх. О, пойдет. Так прям подъехал. Ну. Я даже уже начинали не было ловить, когда вот так вот, короче, воды было. Ага. Охуенно. Прям подъезжаешь раз сюда. И у меня здесь один на так вот вылаживается, хочешь. Тротуар. В общем, друзья, у Олега стояло 4 ловушки. Одну кто-то поднял, порвал. Ну вот они, друзья, в мае. Много. Вот они. Красотки. Да? Пока поразговаривай, я пойду все-таки вороночку сделаю. А, ну все хорошо. Сейчас перельем, ребята, вон бутылку с дырочками и всысал. Потому что все-таки жара, тепло, 20 градусов. Ну, в общем, ребят, работает тема. Олег не стал показывать.
А я для себя взял на вооружение, чтобы вот по половодью уже быть с такой наживкой. Сейчас все кочки затоплены, ты ничего не найдешь никаким миножником. А у нас уже есть наживка. Плохо попалась почему-то. Обычно, говорит, хорошо попадалась. Одна ловушка хорошо дала. Короче, у нас тут 25 штук вроде. Ну что-то будем на червя. Угу. Все. Примерно до вечера у нас будут тут, Андрюх. Мы за них переживать не будем. Зараз ноль. Что там с ними что-то случится. Все, поставили под станцию. Сейчас пообедаем, чтобы в избушке светло было. Телевизор, все дела. Потому что окон там нету особо. Чтобы светло было у нас. О, видите, уже светло. Оп. И все, ребята. И уже светло, красиво. Хорошо. Кухонка. Все, у парней чистоган, порядок. Молодцы. Блин, у людей дома такого порядка бывает, не вижу. А здесь все по уму. И приятно приезжаешь. Кайфуешь. Для воды, ребят, видите. Опа. Короче, все удобства, да, Олег? Так. А мне так будет удобно, что тоже нужно, кондиционер же, Андрюх. Уже больше кондиционер. Кондиционер на избе, я еще такого не видел, слышишь? Холодильниками, телевизорами еще не удивишь, слышишь? А кондиционер на избе, это кажется прям вообще. У него кондиционер есть. Например, когда летом поедем, я везу его. Вези. Так. Распилки здесь по бане, майонез есть, сгущенка есть. Хлеб, братан. Ну, хлебушек давай дам в одну место. Вот это раз без пакета кинул, мало ли лет. Захотим когда-нибудь. Так-то же я тоже набрал. Так, у меня банки все О, морковка. Так, давай мортика разбавим, наверное, холодного, Андрюх. Давай, давай. Мазики. Так, это мамкина. Вон это, кстати, смотри, братан, что есть еще, видишь? Вот я тебе за супы-то говорил. Ну, Вот. бля, попробуем, Андрюх. Ну, если что, где-то в кустах с тобой, там, мало ли, понял? Конечно, конечно. Чтобы не заморачиваться. Попробуем, обязательно, я такой люблю, блядь. Картошка, Олег? Ну, вот это тоже картошка, тоже. Сейчас мы, там специальное еще варенье вот клубничное. Все понял. Видите, ребята, даже мороз, да, Олег привез? Да. Свой. Морс вообще офигенный. Затариваем. НЗ продукцию. Хлеб, шлеп. Короче, все по уму, друзья. Как в лучших домах. Да. Так, банки еще, вот еще тоже. Это зеленецкая тушенка, если что. Заебательская. О, привет. О. Все, короче, доехали. Все работает, ребята. Все, ребята. Продовольствие разгрузили. Все тут. Все по уму, ребят. Картошечка. Видите, как люди живут. Все сразу высыпали. Все нормально. Все. Сейчас перекусимся. У Олега здесь связь есть небольшая. Одна, кстати, сим-карта ловит определенная. Есть потрошки у нас с картошечкой. Сейчас разогреем, пообедаем. И пойдем делать дела. Всякие разные. Олег, сюда весной заезжали они. Заготовили дровишек, парни. То надо будет все переколоть. Ну, 3 дня будем жить. Так что дел много. Помимо рыбалки, надо еще и дела поделать. Все, генератор. Ну, я уже обзоры показывал, ребята. Так что, кто не смотрел, ссылочки оставлю. И зимние заезды, и осенью я сюда заезжал. Когда еще даже с Олегом знаком был, вообще потом с этой бандой познакомился. Зимой мы что-то чудили, налимов таскали. Вот такие мужики, в общем. Все по уму, все по красоте. Будет баня, ребята. Так что продольники, возможно, поставим. Сейчас надо на живца сетку бросить. Короче, не знаю. Он тоже как Будем бы, рыбачить. нормально держит. Холодильник. Да.
Даже вот в руку, если хочешь засунуть, даже чувствуется прям. Ну, конечно, конечно. О, даже нормально. Да. Вот положили, ребята, рябчиков, Олег привез. Готовить будем. И как холодильник. Вот этой фигни тоже люди балдеют. Вот такой, что я изобрел, смотри. Четко, да? Конечно. О, морсик. Огонь. Так, ладно. Немножко перемешается, можно хуярить. Эту баночку мы сейчас в холодильник поставим. Можно будет с кровью нести, правда. Ну ладно. Сейчас так не жарко. Так, ну вот, как-то так. Такая поляночка, ребятки. О, вкусняшка. Не думайте, что там написано, там совсем другое. Морсик. И, короче, потроха с картошкой. Сейчас пообедаем. Будет шикарно. 70 километров, да? Ну, 12 от Первомайска до Резинги, или сколько? 12. 12. И тут 54. Ну, почти 70 километров. Ну, что ваша тачка жрет? Литров 7 жрет, 8, да? Ну, не знаю, да там что, она вся бедолага сыпется уже, блин. Ну, Дорога тоже я имею в виду, даже я просто пока на бенз на деньги перевожу. А, Если с 70 до 70, 140, литров 10-12 вы сожрете. Вот это 5 соток. Вот пусть по бензину сейчас 12. Ну и тут, если бы ты со мной поехал, нам примерно нужно было на двоих 50 литров. ну да. Я прикинул, 10 литров УАЗик у меня до зимовки жрет, это уже испытано. Точно, это уже почти до грамма. Понятно, короче. Подстанция на 2 дня я рассчитывал на 15 литров на двоих. И 25 литров мы здесь бы прокатались, потому что у нас одна лодка была. Нам бы такое движение делать. Ну, полтинник, 25 и 12, 40 литров. Ты практически сейчас... Выиграл, да? Ну я еще и для Ты, себя посмотрел. ты не выиграл, ты еще и побалдел. И побалдел. За этот же бензин. Самое главное, побалдел. Вот. Да. Так Ну, что... да. Мгм. Хорошечная? Да. Че? Она мне еще вот в тот раз понравилась. Такая четкая. Нормально, Тать. Ну, это как-то уже у меня спрашивал по телефону. Думаю, интересуешься.